Стойте! Сериал погубите Джейрана. Мирван, охота запрещена. Ты знаешь это? Я виноват. Этот пустоголовый бежит, не хочет сниматься для газеты, а я виноват. Что случилось? Ничего не случилось, сестра. Когда случается, тихо бывает. Я соскучился по тебе. Что ты? Что ты? Люди кругом. Все ждут тебя. Пошли. Идем. Эй, старик, стоит ли нам из-за Джейрана ссориться? Ну, хочешь, сделай из него шашлык? Чуть не угробили животное.
Что за люди? Отец, это был он, Ашир. Да, дочка. Я узнал его. Дорогой жених, давай заправимся. Правда, не шашлык из Джайрана, но таким борщом не в каждом ресторане угостят. Вижу, ты не жалуешься на отсутствие аппетита. У Насреддина спросили, аппетит есть у тебя? Он ответил, это единственное, что у меня есть на свете. Садитесь, отец. Пусть Ашир сфотографирует нашу семью. Так, внимание. Внимание. Снимаю. Так, и еще раз. А, Ширин. Хорошо, что пришли. Поднимайтесь. Мы слышали, у вас сегодня помолвка. Да. Мы хотим, чтобы ты знала. У Ашира, жениха твоего, есть жена и сын. Я тебе рассказывала. У меня был муж. Я его жена, а это его сын. Ашир тебя обманул. И меня тоже. Не может быть. Понимаешь, Джамал? Правда? Мне было 17 лет. Родители в ауле женили меня. Я не Чего знал, скрыл? что... Я не хотел, потом уехал учиться. Почему скрыл от меня? Боялся потерять тебя. Потерять. Джамал, не надо, Джамал. Ты должна понять, я не виноват. Я люблю тебя. Не надо, Джамал. Не надо. Спасибо, дочка. Опозорила нас. Отец, скажешь уйти из дома, уйду. Скажешь умри, умру. А за Шира не хочу. Не могу.
Так. Говорит, верни. Позор. Что Ашир сделал тебе? Зачем обижаешь? Так. Что люди скажут? Хорошо. Выйду за него замуж. Но сразу после свадьбы уйду. И больше к вам не вернусь. Уйду, пойду. Кто тебя заставляет? Уйду, пойду. Давай, свою нога, снесем этот бархан. Люди сады здесь посадят. Ну, Сою нога, смелее. Давай смелее. Ну, давай. Не бойся, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот так прямо ровно на меня и держи. Так. Молодчина, Сою. Давай, давай. Ну, Сою. Ну, что ты остановился-то? Плавно надо нажимать рычаг, плавно. Аккумулятор не работает. Аккумулятор. Аккумулятор здесь ни при чем, аккумулятор. А вот это что? Рычаг. Не рычаг, а рычаг. А вот это что? Воздух чистил. Воздухоочиститель Саюн. Понял? Понял. Понял? Ну, тогда давай еще раз попробуем. Вперед! Пошел! По суше ходить не может. На воде плясать вздумал. Молодец, так держать. С утра в рот ничего не брал. На, поешь. Молчи. Остановись, кому говорят, остановись. О, спасибо большое. Поешь-то вдвоем. Бери. Потом. Еще возьми. Небесаревич. В чем дело? Смотрю я на своего мужа. Сердце кровью обливается. Работал бы матросом. Нет, полез на этого верблюда. Ну, Сую нога специальность хочет хорошую получить. Хватит ему матросом работать. Что это такое? Подписать, что ли? Помогите! Эй, Саю! Стой! Стой! Эрчак заел! Уйди, Виктор! Уйди! Эрчак заел! Не могу остановить! Айгун, уйди! Уйди! Уйди, дочка! Дочка моя! Куда вы лезете? Помогите! Помогите же кто-нибудь! Остановите меня! Прыгай, Саю нога! Вы нахер канаву хотели, Саюна! Прыгай, Саю нога! Прыгай! Прыгай, слышишь, прошу тебя!
Прошу всех освободить каюту. Нашли, где курить. Я виноват, дочка. Я виноват. Конечно, виноват. Все тяги оборвал. Инструменты. Вот сюда. Живой или мертвый? Поворачивается язык произнести такое. Тебя впору самого на носилках носить. А ты вон на вертолете летаешь. А я на работу злой. Я на пенсии. Закуривай, ешелы. Не балуешь. Мне подагры болят. Носить мешает калоши. Это ботинки. Дети не разрешают работать. Говорят, не позор, сиди дома. А что мне сидеть дома? Смотреть. Что? На свою старуху и пить. Что? Пить зеленый чай. Дядя Шукур. Тут, доченька, подавать? У него сотрясение. Больной в тяжелом состоянии. Я остаюсь. Срочно остановите моторы. Не повезем. Нет, А как быть с работой? не знаю. Может, больного на берег вынесем? Больного нельзя трогать. Ну, а как же все-таки с работой? Не знаю. Джемал! Останови земснаряд! Не слышу! Останови! Выключить моторы. Трос убери! Ты что сделал? Приказано остановить машины. Больной на корабле. Вибрация, видите ли, ему мешает. Что будет? Ничего не будет, план полетит, и все. Дядь Паш. Что там случилось с начальником? Бульдозер вот сюда лопатой ударил. Да как же так? Тетя Паш, машина осталась без управления. Ну? Ну, там стояла сестричка моя. Дядь Паш, ну... Машина идет прямо на нее. Мать кричит. Начальник бежит. Бульдозер двигается. А потом? Потом начальник лежит, не двигается. Ай-яй-яй-яй. Дядь Паш, найдется Чего? бутылочка сухого. Дядь Паша, есть? Честно. Мирван, опомнись! Что вы делаете? Перестаньте! Это барана куда хочешь гони, а машина не баран. Сидел бы матросом и все. Хочу барана гоняю. Хочу машину гоняю. Хочу верблюда гоняю.
Ты мне не приказ. Ты бы лучше эту отраву поменьше брал в рот. Садись к нам, сынок. И тебе неплохо было бы дальше учиться. Ты молод. У меня все впереди, а вот тебе поздно. Иди отоспись. Ты бы больше о своей судьбе думал, сынок. Мирван, не обижай отца! Стой, что ты делаешь? Что мы потеряли на этом канале? Мы люди песков и должны жить там, где жили наши предки. Нам в этой железке не спать, не дышать. Целый день трясет. Да. С одной стороны огонь, с другой стороны вода. Так, ты права, Герек. Надо уехать отсюда. Боже мой, давно пора. Что мы потеряли на этом канале? Помогите же кто-нибудь! Остановите меня! Прыгай, Саюнага! Вы должен канаву потеряли, Саюна! Прыгай, Саюнага! Прыгай! Прыгай, слышишь, прошу тебя! Отец, это правда, что вы решили уехать отсюда? Нет, не едем. Я так расстроилась. Бросить канал, людей.
Врач велела мне следить за вами. Говорит, вы не любите пить лекарства. Горько? Теперь я быстро поправлюсь, уход за мной хороший. К вечеру готовится. Вам музыка не мешает? Ты пошла бы со мной танцевать? Джамал. Я совсем не умею танцевать. Тебе что, больше делать нечего? Совсем потеряли стыд. Целый день бегают в трусах. Опа! Сигареты привезла? Айда. Привезла, молодец. Мне одну пачку. Сигареты. Смотри. Это тебе от Ашера. Он ничего больше не сказал? Ничего. Фотографии передал. Да, странно получается. Одни женятся, не любя. Другие любят и мучаются. Вот бессовестные. На людях прижимаются. Кто прижимается? Все. Хороший вечер. Никогда не забуду. Ты не прав, отец. Мы, доченька, не танцевать сюда приехали. Если еще раз увижу тебя с этой Айной, отправлю в аул, а ты, мать, следи за дочкой. Дорогой Саюн, там танцы, музыка, веселье. Знаем, знаем. Здесь душно. Пойдемте танцевать. Мы не танцуем. А я страсть люблю танцевать. Весь матушку пошел. В деревне первые призы брал. Пусть другие тебя хвалят. Виктор. Долго ждать придется. Джамал, пойдем танцевать. Ни стыда, ни совести.
Джамал, пойдем. Atta başını köpütürdüm yeleyip oy bibi. Ay bulutlu oynap iç haylar dolu yeleyip oy bibi. Atomu şanı dumlu duştun ilyeli boy bibi. Ay aç hocam yıkıtlarına men ölyeli boy bibi. Ey aç hocam yıkıtlarına men ölyeli boy bibi. Ты так печально поешь, плакать хочется. О чем песня-то? О птичке. Понимаешь, птичка прилетела, села на дерево, чирикала, чирикала и улетела. Ну и что? Улетела, прилетит, Саюнага. По-вашему, это не получается. А по-нашему жалко. Птичка прилетела и улетела. Эх, Саюнага, не об этом твоя песня. Меня жалеешь. Мол, обидели парня, выговор влепили. А ведь, по правде говоря, я виноват. Раньше времени посадил тебя на бульдозер. Саюнага, а хочешь, сначала начнем, а? Хочу. Вы не Пес Саревич. Дальше. Скажу прямо, идейная личность. Только людям деньги надо зарабатывать. Правда, они молчат об этом, вслух не говорят. Но каждому ясно. Без денег и покойника на кладбище не отнесут. Да кому охота здесь даром пыль глотать? Значит, по моей вине люди оказались в простое. Может, ты и прав. Не надо мне было болеть. Вам не Пес Саревич. Что вы делаете? Вам нельзя вставать. Что вы делаете? Не Пес Саревич. Вернитесь. Не Пес Саревич. Вам нельзя вставать. Врач просил не вставать. Не Пес Саревич, вернитесь. Врача! Айна! 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 Приготовились? Давай, Виктор! Мирван, много. Сестра, смотри туда. Ничего, скоро догоним упущенное. Машина без работы ржавеет.
Передаем последние известия. Ученые разработали новый способ проходки участков канала с твердыми грунтами метнаправленного взрыва. Первый испытательный взрыв скоро прозвучит на 980-м километре трассы Каракумского канала имени Ленина. Театр юного зрителя. Айна, скажи, как там наш Непес Саревич? Ничего. Мы так переживали. Нехорошо получилось. Мне надо поговорить с Мирваном. Позови его, пожалуйста. Привет. Мирван, почему ты такой озабоченный, мрачный? Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Эй, Мирван, иди посмотри, мотор барахлит что-то. А в чем дело? Не знаю. Мать из Ростова яблочки прислала. Угощайтесь. О, какие чудесные яблоки. Попробуем. Это нашему начальнику, ему сейчас витамины нужны. Тогда зачем же вы... Угощайтесь, что вы, что вы. Я не хочу сказать, что это последнее, возьму но больше нет. одна. Спасибо. Спасибо за начальника. Это не дизель, а крокодил. Да ну. От головы до хвоста 3 метра, от хвоста до головы 2 метра. А куда ж делся метр, а? Сам не знаю, спроси у Мирвана. Слушай, почему на Востоке сын рождается свадьба, а дочка горе, а? Это раньше было. Где трещина? Покажи. Вот здесь. Эй, орлы, долго будем загорать? Уснули, что ли? Сейчас, Джамал. Мирван, ты не знаешь, почему Непес Саревич встал с постели? Ведь я ему запрещала подниматься. Ну что ты молчишь? А может быть, ты ему сказал что-нибудь? Сказал. Надо работать, план выполнять. Что вы на меня? Да, он встал. Встал и пошел. Тоже мне герой нашелся. По-моему, ты герой. Сестра, опускай раму. Ниже. Еще. Не могу. Вы на пределе. Что будет? Еще можно. Внимание, полный ход. Что ты делаешь? Ничего, сестра. Я тут испытанный, я пробовал. Сразу уходили на первое место, всем хорошо было. Слушай, сестра, иди спать. Губы ворочать не женское дело. Как всех женихов упустишь. Беда будет, Перван. Много, останови! Держись, Джамал! Держись!
Вопросы есть? Нет? Мирван, все? Пожалуй, все. Загубил он земстарят, ясно? Так уж и загубил. Работай на пару дней. Воду откачать, да дыру золотая. И оправдываться нечего. Ну, есть еще желающие выступить? Все ясно, кончайте. Браво, браво. Вам, конечно. Товарищи, просьба не курить. Кто еще хочет говорить? Да это судить надо, все понятно, что тут говорить? До свидания, Нефес Сарыевич. Счастливо! Здравствуйте. Здравствуй, Джема. Поправились? Вроде. Собрание началось, и я сразу за вами поехала. Спасибо. А теперь премьера песни. Песню о любви азербайджанского композитора Арифа Меликова из фильма «Дела сердечные» вы услышите в исполнении Валентины Толкуновой. Говорят, что любить нам нельзя, и хоть сердце не знает вины, говорят, мы расстаться должны, и хоть сердце не знает вины, говорят, мы расстаться должны. Даже думать об этом ты брось, кто-то вместе, а мы будем врозь по совету других, хоть любовь нам дана на двоих. Если встречу тебя на беду, не сердись, если мимо пройду, лишь украдкой взгляну тебе вслед, потому что любить нам запрет. Лишь украдкой взгляну тебе вслед, потому что любить нам запрет. Даже думать об этом ты брось, кто-то вместе, а мы будем врозь по совету других, хоть любовь нам дана на двоих. Уж не нам, а другим под луной слушать пение птицы ночной в тишине по росистым полям.
Я вижу, вам без меня скучно. Тут столько наговорили, просто давление поднялось. Это от большого ума, наверное. Я хочу еще сказать. Пожалуйста, Мирван. Говорят, Мирван вынудил вас встать с постели. Это верно, Непес Сарыевич? Сейчас речь не обо мне, товарищ. Как видите, я жив и здоров. Нам надо сейчас выяснить причины аварии. Пусть Мирван выступит и расскажет дальше. Прошу, Мирван, что хотел сказать? Не знаю, как быть. Товарищ Кокалеев, говорить или нет? А что ты еще можешь сказать? Свое ты сделал. Большое спасибо, дорогой. Слушай, Мирван, хватит юлить. Ты лучше нам ответь, какую кашу еще собираешься заварить. Напрасно говорильню разводим. Тише, товарищи, тише. Дайте человеку говорить. Прошу, Мирван. Метод, который я применил, загнал всасывающую трубу ниже проектной отметки. Применял я это и раньше. Кто-нибудь знал об этом? Нет. Правда, всегда обходилось без аварий. Прежде чем пойти на такой риск, багермейстер обязан доложить командиру. Ты знал об этом? Да. И всегда мы все получали большие премии за перевыполнение плана. Передовики были. О нас в газетах писали. Лучший. Всем это нравилось. Значит, премию мы получали за обман? Сейчас вы меня судите. Тише, тише. Дайте человеку говорить. Прошу, Мирван. Сейчас вы меня судите. Раньше улыбались. Пересчитывали денежки. Героем меня считали. Ты что, Мирван? И вообще, товарищи, кто такой Мирван? Думаете, к нам приехал на канал по путевке комсомола? Нет. В погоне за длинным рублем приехал. И это ночная авария. Думал, план перевыполнить. Премию загробастать. Однако у кассы ты вставал первым. Премию получать. Замолчи! Тише, товарищи, тише! Герой. Премию все получают, а виноват один Мирван? Разве это честно? Вот когда я начинал работать, один сормовский большевик, нынче его нет в живых, давал мне наказ. Егорка говорит, главное у нас техника и люди. Люди и техника. Вру. Люди и техника. Вот Непес Сарыевич, технику-то он изучил досконально, а вот людей своих он не знает. Вот в этом-то его и беда. Мирван пришел к нам с Хаусхана. Не в песках я его нашел. У него отличная характеристика. Вот в том-то и беда, что мы часто только бумажки видим, а человека не видим. А у него душонка вот какая оказалась. А мы все бумажки рассматриваем. Бумаги тоже люди составляют. И не верить им тоже нельзя. Мирван взрослый человек, отвечает за свои поступки. Лично у меня больше нет доверия к Мирвану. Правильно, Тамир. Он всех обманул, говорит. Ему запах рубля дороже, чем наша рабочая честь. Верно я говорю, Саюнага? Думаю, что наш хороший коллектив проживет и без такого багермейстера. Правильно, Выступи. Зачем? У меня дети. Есть предложение прекратить прение. Пора голосовать, а то засидели. Тихо, товарищи, тихо! Саюнага, что за деньги? Здесь же не бухгалтерия. Саюнага прав. Никому не нужны такие деньги. Грязными руками
В песке воду не проведешь. Есть еще желающие выступить? Перехожу на голосование. Разрешите мне сказать несколько слов. Говорите, Джим. Я не хочу оправдывать Мирвана. Вы правы. Он совершил поступок, недостойный звания рабочего. Но нам следует поговорить о другом. Много лет мы работали по старинке. А у нас есть возможность использовать технику иначе. Мирван это доказал. Хорошенькое доказательство, авария. Авария – дело случайное. Мирван взорвался, переборщил. Он сам об этом говорил. Говорил. Но сколько раз его метод приносил пользу всей стройке. И если его хорошенько изучить, то по нему могли бы работать все землесосы. Но чтобы поделиться с тем, что имеешь, надо любить. Любить людей. Любить свое дело. В этом смысл нашей жизни, а не в деньгах, Мирван. Правильно. Взяли. Раз, два. Взяли. Еще раз. Раз, два. Взяли. Немного правей. Правей. Ну, давай. Взяли. Осторожно, Мурат, помоги понтонщикам. Торопись, давай. Эй, Мурат, помоги понтонщикам. Ну что стоишь, помогай. Шамиль, сюда. Джамал, до свидания. Айгульчик, ты приедешь ко мне? Куда? Я тебе напишу, пока не знаю. А зачем уезжаешь? Так надо. Борщ варишь? Да, борщ. Люблю смотреть, как люди едят. И мои обеды хвалят. И ты счастлива. Угадал, милок. Немного ж тебе для счастья надо. А много-мало мне хватит. А вот ты где найдешь свое счастье, не знаю. Не пропаду. Такие багермейстеры на улице не валяются. Никуда ты не уедешь. Прикипел. Хоть зайчика покажу. Мне надо поговорить с тобой, Джамал.
Что же ты молчишь? Ты еще не забыла? Плохое скоро не забывается. Я был у Ширин. Она все поняла. Помогу ей поднять сына. Я люблю тебя, Джамал. Люблю тебя. Я знаю, Ашир. Я буду ждать. Год, 2, 10. Только скажи, жди. Вот так забыть прошлое. Прошлое отрезать. Оно ворует нашу молодость, уносит годы. Жить одним днем? Нет. Сегодняшним? Нет, будущим. Человек не может, не должен жить воспоминаниями. Прошлое, настоящее, будущее связаны одной нитью. Спроси свою жену. Спроси сына, забыли ли они? И забудут ли? Джамал, если бы начать все сначала, я буду ждать тебя, сколько ты скажешь. Ты погубил мою мечту о счастье. Джамальчик, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, когда я женюсь? А где отец? Скоро придет. Маму повез в родильный дом. Ого! Ну и что? Увезли одну, привезут двоих. В моих глазах опять блестит слеза. В моих глазах опять твои глаза. Ох, артист. А что? А я еще могу одним ухом пошевелить. Смотри же, мальчик. Шамиль, ты вот тут ушами шевелишь. А там внизу горючее привезли, а разгружать некому. А я и говорю, шурум-бурум привезли, а стою нога не. Ну как тут? Нравятся цветы? Очень. А я думал, нас критикуют. Лишь бы войны не было. Мама привет передала, дочка. Все будет хорошо. Теперь бы вот план догнать. Догоним. Взрывники помогут. Ну, это хорошо. Отец, тебя Шамиль ждет. Там горючее привезли. Горючее? Угу. Спасибо. Я их маме отвезу. Цветы эти. Ашир просил передать вам. Насчет детей, Саю-нага, ты план выполняешь. Догоняйте, молодые. А земстарят наш отстает. Тоже догоним. Скоро взрывать будут, начальник сказал. Вернусь, наверное, завтра после взрыва. Привет же мальчику. Спасибо. Здравствуйте. 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 День добрый. Кто вам разрешил сесть в машину? Миленький, довези, заплатим. Ну, пожалуйста. Да не нужны мне ваши деньги. Слезайте. Слезайте, говорю.
Надо остановить земснаряд. Взрывать будут. Джемальчик, сейчас взрывать будут. Шамиль, ты, как всегда, опоздал. А вы уже знаете? Внимание, внимание! Все в укрытие! Внимание, внимание! Все в укрытие! Вот и пришла в пески вода. Я сдержал свое слово, отец. Здесь похоронен твой дедушка.